Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после встречи с руководителями ряда международных организаций, институтов, зарубежных государств, участия и выступления в саммите будущего и на 79-х всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций из города Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки, вернулся на родину. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. Напомню, что 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке, Соединенных Штатов Америки, встретился с руководителями ряда международных организаций, принял участие и выступил на саммите будущего. Вместе с тем, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкионом. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожой Анной Берди. На встрече обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим влиятельным международным институтом. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Всемирный банк одним из главных партнеров развития страны и выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством с ним. Было отмечено, что за 31 год двустороннего сотрудничества по финансовой поддержке банка в Таджикистане реализовано 116 приоритетных проектов в социальной, транспортной, энергетической и сельскохозяйственной сферах на общую сумму 2,9 миллиардов долларов. Основными темами обсуждения были вопросы привлечения средств для реализации проектов развития национальной экономики и обеспечения социальных целей страны, сотрудничества в сферах гидроэнергетики, промышленности, доступа к зеленой энергии и развития зеленой экономики. Выражена благодарность Всемирному банку за его лидирующую позицию и практические инициативы в процессе финансирования достройки Рагунской электростанции. Стороны также обменялись мнениями об ослаблении влияния различных внешних факторов на экономику Таджикистана, привлечении дополнительных инвестиций и продолжении процесса реформ. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, особенно в области возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и расширения региональных связей. И для эффективного использования этого потенциала необходимо нарастить международную финансовую техническую поддержку. На встрече также состоялась плодотворная беседа по другим темам, представляющим взаимный интерес. We just concluded a very productive meeting with His Excellency the President. Мы обсудили с господином президентом Республики Таджикистан вопросы развития плодотворного сотрудничества. Также подвели итоги. Мы затронули вопросы реализации специальной программы по партнерской поддержке, в особенности в сфере энергетики. Всемирный банк с партнерами по развитию наладил сотрудничество в этом направлении, в частности, в поддержке Таджикистана достройки Рагунской ГЭС. Отрадно, что наши переговоры прошли успешно. Мы выражаем уверенность в оказании финансирования этого проекта. I invite His Excellency Emomali Rахмон, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке принял участие и выступил на саммите будущего. В начале своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, саммит предоставил еще одну хорошую возможность обсудить проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, защиты здоровья населения, условий жизни женщин, инклюзивного образования и другие глобальные проблемы.
в ходе анализа сложной политической ситуации в мире, в том числе современных угроз и безопасности, глава нашего государства выразил уверенность в том, что участники сегодняшнего саммита примут конкретные меры для решения вопросов, связанных с реформированием международной финансовой структуры и совершенствованием международного реагирования на современные вызовы и угрозы. По мнению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, прогресса в области водоснабжения и санитарии, несмотря на отдельные улучшения, все еще недостаточно. При этом было подчеркнуто, что Таджикистан планирует в сотрудничестве с другими странами активизировать свои усилия по дальнейшей реализации своих конструктивных инициатив в области воды и изменения климата. Процесс реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» был назван одним из наглядных примеров наших последовательных усилий в этом направлении. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что мировое сообщество может добиться успеха только посредством диалога и конструктивного сотрудничества в поиске путей преодоления современных вызовов. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также высказался об укреплении и расширении сотрудничества стран для достижения целей устойчивого развития, принятия на мировом уровне совместных мер по обеспечению всеохватывающей безопасности и предотвращению проявления терроризма, экстремизма и других глобальных угроз. В этом контексте уважаемый Эмомали Рахмон в качестве главы принимающей страны Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом приветствовал включение этой темы в тематику пакта во имя будущего, который будет принят по итогам саммита. Было подчеркнуто, что страны мира должны предпринимать действенные шаги для усиления ключевой роли Организации Объединенных Наций в разрешении конфликтов и укреплении мира и стабильности на планете. В связи с этим лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил принять посредством специальной резолюции Организации Объединенных Наций десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. Наряду с этим было сочтено необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций и ее институты, а также международные и региональные финансовые институты предпринимали более активные шаги в координации усилий мирового сообщества с целью достижения устойчивого развития. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы современного мира. Было подчеркнуто, что в последнее время мировое сообщество все чаще сталкивается с угрозами экстремистского, террористического характера и вооруженными конфликтами. Было сочтено необходимым использование возможностей соответствующих страновых служб, специализированных структур, международных и региональных организаций для противодействия этим угрозам. Было подчеркнуто, что на предстоящей конференции в государстве Кувейт в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом будут обсуждаться актуальные вопросы борьбы с международным терроризмом. Обмен мнениями также состоялся по другим вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе и мире. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации госпожой Селесой Сауло. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим международным институтом и глобальной повесткой дня Организации Объединенных Наций в области воды и климата. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале напомнив о глобальных инициативах Таджикистана в рамках Душанбинского водного процесса, заявил, что в этом контексте мы придаем особое значение сотрудничеству со Всемирной метеорологической организацией, которая продолжается уже несколько десятилетий. Проведение в 2025 году международной конференции высокого уровня по защите ледников было названо примером такого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с изменением климата, селями и наводнениями, оползнями и лавинами, бедствий на экономику стран, другими катастрофическими последствиями и их предотвращением. Дальнейшее укрепление технического потенциала агентства по метеорологии страны, повышение профессионального уровня персонала и подготовка молодых специалистов, особенно в области метеорологии, климатологии и гидрологии, было оценено как важное и полезное направление сотрудничества со Всемирной метеорологической организацией. Также состоялась плодотворная беседа по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. На встрече было обсуждено развитие сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан ценит роль организации в реализации важных политических, экономических, социальных программ и вопросах безопасности в нашей стране. Стороны, обсудив сложную и быстро меняющуюся ситуацию в мире, последствия финансово-экономических кризисов, вопросы бедности и ухудшения продовольственной безопасности, сочли необходимыми коллективные действия мирового сообщества в этих направлениях. Особое внимание было уделено вопросам изменения климата, нехватки питьевой воды, таяния ледников, деградации биоразнообразия, ухудшения социально-экономической ситуации, достижению целей устойчивого развития и реализации повестки дня 2030 итогов саммита будущего. Важными темами беседы также были вопросы организации и проведения международной конференции по сохранению ледников в 2025 году и конференции ООН по водным вопросам в 2028 году, которые будут проходить в городе Душанбе. Обмен мнениями состоялся и по актуальным вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и другим угрозам безопасности. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пезешкионом. На встрече был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Ирана. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о значительном развитии и расширении отношений дружбы и братства, взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Иран, заявил, что мы готовы и в дальнейшем принимать совместные практические меры по их укреплению. Большое внимание было уделено развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия. Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках совместной межправительственной комиссии и привлечение возможностей совместного инвестиционного комитета. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил уважаемого Масуда Пезешкиона посетить Таджикистан в удобное для него время. Также 24 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке принял участие и выступил на 79-х всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В ходе своего выступления президент страны еще раз предложил принять специальную резолюцию Организации Объединенных Наций «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с наследным принцем Кувейта, шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. The Assembly will now hear an address by His Excellency Emomali Rachmon, President of the Republic of Tajikistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. 24 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке принял участие и выступил на 79-х всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем выступлении обратил внимание участников саммита на сложную и уязвимую ситуацию в мире и подчеркнул, что противоречивые геополитические процессы, гонка вооружения, эскалация холодной войны, вооруженные конфликты, последствия изменения климата и другие глобальные вызовы и угрозы несомненно будут иметь долгосрочные негативные последствия. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, счел необходимым объединить совместные усилия мирового сообщества с целью защиты безопасности, стабильности и обеспечения устойчивого развития и обратился к главам государств с призывом объединиться для достижения этих целей, прекращения всех войн и конфликтов и реализации мирных целей. В связи с этим президент страны еще раз предложил принять специальную резолюцию Организации Объединенных Наций,
десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. Глава государства также поделился мыслями о необходимости реализации повестки дня на период до 2030 года и заявил, что национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года реализуется созвучно с ней для достижения целей устойчивого развития. Наряду с этим уважаемый Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность выводами доклада генерального секретаря ООН, согласно которым к 2030 году мировое сообщество сможет достичь только 17% целей устойчивого развития и в частности подчеркнул, что среди таких проблем нарушение безопасности, экономические и финансовые кризисы, беспрецедентное потепление из-за изменения климата и утраты биоразнообразия, а также распространение инфекционных заболеваний. В этом контексте было сочтено необходимым, чтобы страны активизировали свои усилия по своевременной реализации повестки дня на период до 2030 года и придавали особое значение вопросу финансирования устойчивого развития. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал цифровые технологии и искусственный интеллект подходящей основой для достижения целей устойчивого развития и предложил, чтобы Генеральная Ассамблея на следующей сессии приняла специальную резолюцию о роли искусственного интеллекта в создании новых возможностей для развития социально-экономических сфер и ускорения достижения целей устойчивого развития в Центральной Азии. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с глубоким анализом политики прогресса в области воды и санитарии и назвал важным использование платформы Душанбинского водного процесса для реализации результатов водной конференции Организации Объединенных Наций 2023. Одной из главных тем выступления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были вопросы, связанные с изменением климата, которое привело к стремительному таянию ледников и уменьшению объема речной воды в различных частях мира, в том числе Центральной Азии. В этом контексте глава нашего государства приветствовал объявление 2025 года годом сохранения ледников и признание 21 марта каждого года Всемирным днем ледников, а также создание целевого фонда по защите ледников при Организации Объединенных Наций и, пользуясь случаем, пригласил страны-партнеры и организации принять участие и внести свой вклад в работу первой конференции высокого уровня по вопросам ледников в городе Душанбе в следующем году. В продолжение президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, развитие зеленой экономики и зеленой энергии расценил как один из способов успешного решения проблем, связанных с изменением климата. Было подчеркнуто, что с учетом этой реальности наша страна приняла и успешно реализует стратегию развития зеленой экономики на 2023-2037 годы. В ходе своего выступления президент страны также призвал мировое сообщество принять совместные эффективные меры перед лицом угроз терроризма и экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также других проявлений транснациональной преступности. В завершении выступления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью выразил надежду, что развитые государства, Организация Объединенных Наций и ее специализированные структуры, авторитетные международные финансовые институты и другие многосторонние международные и региональные структуры будут и впредь уделять серьезное внимание решению актуальных вопросов на благо человечества. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Tajikistan. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом аль-Халидом аль-Хамадом аль-Мубараком аль-Сабахом. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Кувейта. Стороны обменялись мнениями об укреплении и расширении двусторонних связей в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, здравоохранения, туризма, воздушного сообщения и обеспечения безопасности. Для улучшения торгово-экономических связей было признано необходимым расширение сотрудничества с Кувейтским фондом развития арабской экономики и активизация деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Другими перспективными направлениями сотрудничества двух стран были названы сферы добычи полезных ископаемых, легкой и пищевой промышленности, экспорта питьевой воды из Таджикистана и переработка сельскохозяйственной продукции. Также была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, выделения квот
переход по медицинским и техническим специальностям и точным дисциплинам для граждан двух стран. В ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности, стороны подчеркнули важность проведения международной антитеррористической конференции «Кувейтский этап Душанбинского процесса», который в ближайшее время будет проходить в Кувейте. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел также беседу с эмиром государства Катар, шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани. Были обсуждены вопросы, которые связаны с двусторонним сотрудничеством, а также некоторые региональные и мировые темы. В частности, большое внимание было уделено повестке дня саммита глав государств по азиатскому диалогу о сотрудничестве, который уже в ближайшее время пройдет в Катаре. И к другим темам в завершении выпуска. Таджикистан – это страна туризма. Сегодня в Душанбе состоялся международный форум. Назывался он «Интеграция городов в реализации устойчивых туристических возможностей». Мероприятие прошло по инициативе председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В ходе выступления ответственных лиц было отмечено, что столица Таджикистана получила множество наград от международных организаций и объединений и была признана одной из лучших для туризма в СНГ и во всем мире. Вот так вот. Подробности у Шахло Бердыевой. Международный форум «Интеграция городов в реализации устойчивых туристических возможностей» прошел в рамках первой международной туристической выставки «Душанбе-2024». Мероприятие прошло по инициативе председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Соответствующее решение было подписано председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали. В ходе выступления ответственных лиц было отмечено, что Душанбе является членом Федерации городов Международной ассамблеи городов, Международной организации городов-побратимов. В целом Душанбе является городом-побратимом для 22 городов с различных континентов земного шара. За первые 6 месяцев текущего года Таджикистан посетили 748,3 тысячи иностранных граждан. Из них 580,5 тысячи человек прибыли в нашу страну в качестве туристов. Статистика превышает прошлогодние показатели на 19,1%. Из общего числа иностранных граждан 687,8 тысячи человек или 91,9% жителей стран Содружества независимых государств и 60,5 тысячи человек или 8,1% жителей стран дальнего зарубежья. Меня зовут Русудан Чапаридзе. Я приехала из Грузии, из Тбилиси. Моя давняя мечта была посетить вашу чудесную страну и поближе познакомиться с вашими обрядами, попробовать вашу незабываемую вкусную кухню. И я очень благодарна, что моя мечта осуществилась. То, что я увидела, я восхищена. Это очень красиво. Цель проведения форума и выставки развития сферы туризма, организация регионального туристического рынка в Душанбе, презентация богатых природных ресурсов, культурного, оздоровительного потенциала страны, изучение передового опыта, привлечение прямых зарубежных инвестиций. В выставке приняли участие субъекты туристического обслуживания Таджикистана, региона и мира, особенно городов-побратимов Душанбе. Сегодня также в рамках форума прошли встречи в формате B2B, подписаны новые документы о сотрудничестве. Наряду с проведением мероприятия состоялись мастер-классы, занятия относительно вопросов обслуживания в отелях и гостиницах, деятельности гидов. Мероприятие приурочено к Всемирному дню туризма. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!